преддверии Дня студенчества в МВД России по Чувашии высадился студенческий десант. Акция с таким названием проводится каждый год и уже стала традиционной. В течение нескольких дней ребята примеряли на себя профессию сотрудника органов внутренних дел. Вечерние рейды, оформление протоколов. Что еще ждало студентов, расскажут наши коллеги из пресс-службы МВД. Акция «Студенческий десант» стартовала в МВД по Чувашской республике 16 января. В этом году ее участниками стали студенты Чувашского государственного университета, Чебоксарского кооперативного института и Чебоксарского экономико-технологического колледжа. Сначала молодых людей провели по залам музея министерства. На следующий день студенты наравне с действующими сотрудниками патрульно-постовой службы полиции заступили на охрану общественного порядка. Присутствовали на вечернем приеме сдачи дежурства, прослушали инструктаж. Правопорядок ребята обеспечивали в составе автопатруля. Правда, не успели они разместиться в полицейской машине, как поступило первое сообщение. Жильцы дома по улице Николаева пожаловались на компанию молодых людей, распивающих алкоголь в подъезде. Николаева, 43. 5 граждан за распитие в общественном месте задержали. Будем доставлять к тебе. Вечерний рейд с сотрудниками ГИБДД стартовал на Богдана Хмельницкого, 37. Инструктаж по технике безопасности, и студенты отправились патрулировать улицы столицы. Молодые люди посмотрели, как составляются административные материалы, стали свидетелями общения инспекторов ДПС с нарушителями. Также напомнили пешеходам о безопасном передвижении в темное время суток. Криминалистический центр поразил участников акции разнообразием проводимых экспертиз и исследований. Студенты посетили фоноскопическую, баллистическую и химическую лаборатории. Вместе со специалистами провели хрономатографические и спектральные исследования. Сложно остаться равнодушным и безучастным, посещая отряд специального назначения «Гром». Здесь ребятам рассказали о службе в подразделении, продемонстрировали современные виды оружия, которые спецназ использует в своей служебной деятельности. Боец «Грома» должен правильно действовать в критических ситуациях. Для этого необходимо быть физически сильным и в совершенстве владеть различными приемами борьбы. Убираем таз в сторону и проходим назад его. И уходим вот в такое положение. Смотрите, видите, какие держу. Здесь ему больно самому теперь. В Центре оперативного управления нарядами УМВД России по городу Чебоксары молодые люди взглянули на родной город через мощные камеры, расположенные в самых людных местах. На сегодняшний день сюда выводятся изображения с порядка 3000 камер видеонаблюдения, что позволяет максимально быстро выявить и пресечь различные правонарушения. Он сел в автомобиль, попытался скрыться, он выехал на дорогу, и в дальнейшем его задержали инспектора дорожно-патрульной службы. Посещение Центра кинологической службы всегда большая радость. Наблюдать за общением сотрудников и их подопечных, которые понимают друг друга не только с полуслова, но и по жестам, очень занимательно. А ведь эти собаки несут службу наравне с сотрудниками полиции. И от их профессионализма зависит безопасность граждан. Подводя итоги акции, министр внутренних дел по Чувашской республике Виктор Шмитков отметил, что это мероприятие уникально. Ведь оно представляет студентам и учащимся гражданских образовательных учреждений возможность пройти кратковременную стажировку в различных подразделениях министерства. Мне бы было очень приятно, если вот через 4 года мы здесь вот встретились и сказали: а помните, вот мы были у вас, вот мы пришли сюда для того, чтобы выполнять те задачи, которые перед вами стоят. Молодые люди получили из рук главы МВД сертификаты участника акции. Практически все участники акции «Студенческий десант» изъявили желание в будущем связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел.